Как стать дирижером симфонического оркестра или театральным бутафором, знают в Казанском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Все лето в нем проходят экскурсии, во время которых изнутри можно увидеть скрытую от зрителей закулисную жизнь и испытать себя в театральных профессиях. Жительница Казани Оксана Ахмедзянова пришла на экскурсию в театр и неожиданно попала на свадьбу, причем в качестве невесты. Меня зрители выбрали, назначили мне жениха, песни пели, танцевали, дрова рубили, обувь мне выбирали. Распилить бревно, выпрямить и забить гвоздь, найти обувь будущей жены. Все эти испытания должен пройти жених, он же один из туристов. За каждое невыполненное задание будущий муж изображает домашних животных. В это время отец невесты, на этот раз профессиональный актер из труппы театра, пристально следит за верным исполнением обычая. Обязательно продают невесту, то есть разные игры, там конкурсы, всякие шарады. Они вот задают, жених должен обязательно стойко вынести все эти невзгоды. Как он покажет свою удаль, как он себя поведет. Интерактивный спектакль «Кыз Алуги Ласы. Выкуп невесты» – часть экскурсий по закулисью, которые этим летом запустили в Татарском государственном театре драмы и комедии. По эту сторону занавеса можно попробовать себя в профессии пастижера. Это мастер, который изготавливает парики, усы и бороды для артистов. Или заглянуть в бутафорский цех. Цветочки мы делаем из прожелатиненного полотна. Берется ткань, промазывается раствором желатина, и потом уже после высыхания мы вырезаем разные формы, разные лепестки, чтобы было красиво, и они получаются почти как живые. Со сцены прямо очень красиво выглядит. Фрукты и выпечка из поролона, украшения и холодное оружие из папье-маше. Из зрительного зала их не отличить от настоящих. Зрители обычно видят только первую сторону. Спектакль уже в готовом виде. А как это делается? Как работают цеха, пастижеры, там, бутафоры, как там работают столяры, что они делают? Вот эту часть мы тоже хотели показать. В фойе театра эстрадно-симфонический оркестр исполняет мелодии, под которые тут же можно петь или танцевать. Никто не знает, какое произведение будет звучать следующее, так как их выбирает зритель из карточек наподобие экзаменационных билетов. Они выбирают произведение, отвечают на вопросы, получают познавательную информацию. Во время экскурсии по театру можно не только узнать об его истории и репертуаре, но и, например, попробовать себя в качестве дирижера настоящего симфонического оркестра. И я сейчас поменяю микрофон на дирижерскую палочку. Управлять целым симфоническим оркестром не так-то просто. Музыканты четко реагируют на каждое движение дирижера. Мне этому мастерству еще учиться и учиться. Попробовать себя в качестве актера или дирижера – детская мечта многих людей. Во время театрализованной экскурсии ее можно осуществить всего за час, а эмоции получить на все лето. Александр Чернов, Олег Мыльников, Казань, ОТР.